что, с Богом.
Так, ребят, всем привет. Погодка шепчет просто, займи и выпей. Начало сентября, ребят, и солнышко вернулось, лето. Вчера хорошая погода. Уже как третий день хорошая погода. Завтра вроде хорошая погода. 20 градусов, ребята. 21 даже сегодня. Вообще великолепно. До этого были дожди. Вот. И вода, ребят, скаканула. Вода скаканула. Ну, на полметра точно, если не больше. Прибыл на галечку, ребят. И нет камней вот этих, кто помнит, я вот рыбачил. Здесь еще такую полка такая открытая была. А сейчас все, вот прям вода подошла прям уже к траве. Вот, старые рогатульки, которые стояли далеко-далеко в воде. Вот. Ну и что-то занимаюсь грибом, ребята, плотно. На рыбалку уже не ездил, сколько, не знаю. Но сегодня прям что-то захотелось. Погода, потому что такая, блин, красота вообще. Тупо даже посидеть, так, костерок попалить. Не знаю, как с рыбалкой. Вода уже, конечно, холодная, еще и поднялась. Скоро, ребята, налим. Надо уже пробные выезды делать. Ну, вот это солнышко, тепло еще, знаете, как-то. Еще охота белой рыбкой позаниматься. В общем, попробуем, ребята, порыбалить сегодня и добыть осеннего леща. Обычно в такое время уже, когда я начинаю рыбачить налима, бывают на донке попадаются хорошие экземпляры. А осенью налим, точнее осенью лещ начинает жировать тоже. Вот многие фидеристы закрывают сезон, хотя зря. Потому что вот именно сейчас, ночью, в темные ночи можно поймать хорошего трофея. Вот. Ну, долетел, ребят, время еще у нас 3 час только, начало. Вот. Сегодня суббота, выходной. Ну, на реке никого вообще нету, никого. Не знаю, с чем связано. Наверное, скорее всего, все грибы собирают. Грибов много, грибы есть. Вот. В деревне, ребят, начали плотно убирать картофель. Погода стоит, выходные, и в деревне слышу движуха такая. Все на огородах, тракторенки гоняют. Костры, музыка во дворах. Все занимаются картофелем. В этом году урожай, кстати, очень плохой. Мы уже тоже потихоньку начинаем копать. Ну, вот такая самая крупная. Вообще ни о чем. Ну, для себя хватит, как говорится, поесть. Мы немного не сажаем. Чисто так. Для семьи нам хватает. Жарко прям, ребят. Разгрузил вещи. Блин, аж вспотел маленько. Вот. Так что попробуем, постоим. Фидера не стал брать, потому что, ну, вижу, что вода поднялась, течение, естественно, будет нести траву, уже немножко лист пошел даже. Соответственно, как бы, ну, думаю, блин, закидушечки поставим, колокольчики, палаточку, будем кайфовать, что-нибудь приготовим вкусненького. Вот, кстати, сверху бор, грибов можно подсобрать, свежих поесть. Как бы, ну, я уже наелся, так что, как бы, нормально. Вот, и проведем шикарный вечер, ночь, утряночку. Посмотрим, короче. Давайте, ребят, начнем. Начнем, наверное, с прикормки, замесим. Вот, и дальше больше. Полетели. Поймаем, не поймаем, посмотрим. Течение, смотрю, огромное, и скорее всего будет грязь. У нас всегда она такая, блин, у нас даже летом она есть, это грязь. Так что здесь, не знаю. Но леща охота, ребят. Взять леща осеннего. Я не думал, что я приеду сюда еще. Ну, погодка, ребята, внесла свои коррективы. И еще по налиму жарковато двигаться. Ну, жарко просто самому. Вот. Так что надо, чтобы похолодало хотя бы до 10 днем. До 5 ночью будет отлично. А так по месту, ребят, ну, всем известная уже галечка. Почему я так называю? Потому что здесь галька, полка, каменное дно. Присутствуют камни и называю галечка. Да, вода, ребят, очень-очень высокая, конечно, по сравнению, когда я вот там сидел. Вот, прям очень сильно поднялась из-за дождей. Раскидал вещи, палаточку сегодня взял. Взял уже раскладушку, ребята. Хорош балдеть на земле. Уже дело к осени.
Вот. Ну и так в целом, в принципе, чисто. Немножко бумаг, фантиков, как бы плюс-минус сожгу сегодня все. Вот такие пакетики, какие-то рогатульки собрал, которые в воде были. Повытаскивал их. Вот. Чурки, кто-то столик сделал. Чурки, кстати, мои. Я когда-то здесь стоял в этом сезоне, пилил дрова. Вот. Было очень много, оставлялось. Я их туда в кусты спрятал. Смотрю, достали. Чурбаны это мои, ребятки. Ну и кто-то шуруповертом, что ли, приезжал. Закрутил, не знаю, отверткой. Вот. Кто-то тут сидел. Смотрю, бумага. Ну, видать, кушали, что ли, или что. Вот, колбасой питались. Копченой. Сожгем. Так, ну что. Потихоньку собираю червей. Алена Сергеевна, маманя мне помогает, с грядки копает. В общем, семья, как говорится, в деле. Вот, будем ночью на червя рыбачить. Конкретно. И на пенопласт. А парыша у меня нету, больше я ничего не брал. Сало что-то не зашло мне в прошлые разы. Вот. Заезжали спортсмены, много чего поставляли фидерного. Меласки, прикормки. Короче, сегодня у меня, ребят, прям такая сборная будет. Остатки всяких разных рыбалок, пакеты рваные, которые уже надо все использовать. Сезон фидерный заканчивается. Парни еще угостили вот такой, ребята, зерновой микс от Дунаева. Это добавка для рыболовной прикормки консервированная. Состав: зерна кукурузы, семена конопли, просто горох, пшеница, соль, вода. Офигеть. И, в общем, угостили вот таким мотылем, ребят, силиконовым. Видите? Тоже от Дунаева, я смотрю. Искусственный мотыль. Ни разу не рыбачил. Пахнет прям прикольно. Ладно, погнали. Пшеничка, как обычно, ребят, еще теплая. Еще теплая прям. Баночку вот этого зернового вот этого компонента. Горох, смотрю. Все это у нас есть здесь. Прикольно. Так, идем дальше. Рваный у меня лещ. Не рваный, это мыши прогрызли, ребята. Лещ от Миненко. Ловля монстров. Поехали. Туда его. Пачка уже вскрыта. Так что надо использовать. Что потом еще у нас тут есть? Это какие-то остатки. Это у нас Black, черный лещ. Прикормка рыболовная, темная. Пойдет в дело, я считаю. Что еще есть? Опа, вся рваная. Надо все, ребят, туда ее. Вот у нас универсалочка от Дунаева. А нет, от Миненко. Туда ее. От Миненко, ребята, чесночок. Сейчас вода холодная, кстати. Такая тема уже должна работать. Это у нас еще фидер Кармак. Фидер Кармачок, мы его на нас ставим. Вот. А чесночок мы, наверное, ребятки, бахнем. Туда. И все забравим специями. Лещ, арома, Меласка, Дунаев. Красота. Ну, эти остатки тоже туда.
Я думаю, хватит. Если что, он пачушка на про запас есть. Вот это, ребята, заряд у нас термоядерный будет. Серьезная будет прикормочка у нас. Так, ну что, погнали. Не знаю, первый раз, ребят, на этих мотылей пробовать буду. Как вообще на них рыбачить, я хрен знает. Как их насаживать. Они такие длинные. Вот. Так, немножко продену, чтобы держались. И получается буду протыкать. Вот так. Как-то. Как это будет выглядеть? Так получается? Прикольно. Не знаю. Может херня какая-то. То не буду я заряжать. Кашка получилась добротная, ребят. О, хороша. Запахи просто вообще. Чесночок, не чесночок. Все дела. Мотыли полетели. Соточка. Далеко не буду кидать. Вот так примерно. Чик. Готово. Готово, ребята. Главное, чтобы стояли. Вроде стоит. Второй на пенопласт. Кстати, пробовал, ребята, и вот зашел мне вот этот зеленый. Более-менее. Розовый не работает. Вот зеленый, вот этот. Он еще как-то показал себя. Розовый ставил, нифига. Вот так вот. Бабочки летают. Лето настоящее. Осенью, блин. Офигеть. Кашка знатная, ребят, получилась. Прикормочка. Так, ну, пятый, ребят, пенопласт. Поехали. Дома. Отлично. Вот так вот.
Ну все, ребят, зарядил. Так, мотыль вот этот непонятный. Но он такой, получается, съедобная резина. Очень пахнет так жестко. Не знаю, вода у нас, конечно, уже остыла. Сейчас, в принципе, такие вкусняшки уже не должны работать. Вот чеснок, да, вот по холодной воде работает. А там тутти-фри, вот эти шоколад уже навряд ли. Ну, стаскивает, ребят, стаскивает. И хлам плывет. Ветки всякие. Такие дела. Фух, жарко, ребята, солнце прям палит. 4 час. Не знаю, палаточку поставим, наверное. Раскладушечку, лагерь сделаем. Так, пока. Потому что вечер будет роса уже. Надо все выставить, все спрятать, занести. Чтобы было все готово. Тузик, полкан. Найда. Нет. Что-то из таких полканов вроде. Гости, ребята. Точнее, соседи приехали на машине. Там, слышу, дверями хлопают. Не знаю, по рыбалке или с грибами. Вот. Пришел тут. Ну, вроде такой спокойный. Что-то шландает там в кустах. Бывает, что приезжает, и собака бегает, агрессивная какая-то, лает, кидается. Были такие моменты. О, ползет. Такой какой-то дворовой, короче. Пакет, кстати, какой-то висит, пустой вроде. Сожгу тоже, маячит, не нравится, мне не люблю. Ладно, спокойный. Пошел.
Все, ребят, палатку поставил. Сухая, я в прошлый раз попал под дождь. Ну, потом дома, ребята, я раскрывал. Все в порядке. Потому что были моменты, когда вот сырую складываешь, не следишь, и она потом начинает, во-первых, запах, во-вторых, такие пятна получаются, черненькие точки. Вот. Ну что там, кайфово все, ребят. Сегодня, говорю, раскладушку взял, постелил вот так. Печку пока не беру еще. Полы тоже убрал. Потом столик занесем туда. Кресло поставим сбоку и нормально вообще. Так, что, перезабросим, посмотрим, что трава, не трава, ребят. Как там вообще обстановка. Понятно, что сейчас еще так. Ближе к вечеру будем ожидать. Да и похавать надо, ребят. Сегодня не завтракал, не обедал вообще. Надо что-нибудь перекусить. Что-то кишка начинает подсасывать. Так, ну, посередочке здесь у нас червячки вроде были, как не помнится. Нормально. О, а тут ёрш, ребят, сидит, смотрите. Злодей. Я даже и не слышал. Ну, червь, понятно, по вкусу. И за жопу, и в рот. Вот дает. Вот дает бродяга. Давай, друг. Ну, черви. Ерши. Нормально по траве, ребят. Пойдет. Можно рыбачить.
Ну все, ребятки, порядочек. Перезабросил. И сразу поклевка такая классная была. Прям хорошая. Я к этим мотылям пенопласт нацепил, короче. На нее прям ударило. Не успел добежать. И побежал, и собака, короче, начала бросаться. Я все сказал: о, спокойная собачка. А тут что-то лает. Кидается. Ну, я побежал резко, она здесь в кустах была, испугалась, наверное. Короче, блин, лишь бы и тут не покусала меня, блин. Дровишки подколол, все, порядок, переоделся, оделся уже. Все, будем ждать поклевку, ребят, первого подлещика хотя бы. Так, что у нас по времени? 18:33, полседьмого. Ну, вот сейчас через полчаса, в принципе, и будет все темнеть. Такие дела. Посмотрим. Ну, должны выйти, ребят. В принципе, травы не так много. Есть немножко, но это не критично, я думал, будет хуже. Так что должна быть какая-то рыбалочка. Ждем поклевку, ребят. Все. Давайте. Ваше здоровье. Чаечек. Хорошо. И сразу уже, ребят, солнце зашло, и сразу изморозь. Ну, этот, уже все. Я все вещи занес. Можно палатку, кстати, закрыть. Такие дела. Все. Ждем, ребята, звон. Первый звон. Где же он? Ну, хорошая была поклевка. Я думал, сначала стаскивать начал. Ну, потому что только перезабросил. Смотрю, бум-бум. По пенопласту ударил, походу. Ну, пока, ребята, непонятно, на что ставить. На пенопласт, на червя. На червя и рши. 3 штуки уже попалось. Такие дела. Хрена себе плямба, ребят, выскочила. Ну, как показывает практика, если волна встает и выходит с этой стороны, тем более полнолунная, она, смотрите, какая низкая, какая огромная, то клёва не будет, по идее. Это уже проверено. Если она отсюда вылазит, то все. Здесь клёва не будет. Хрена нарастает, ребят. Смотрите, как низкая и огромная вообще. Вот это луна. Я в шоке. Темнеет, ребят, на глазах. А такое ощущение, знаете, ребят, что сейчас вот середина июля. Вот смотрите, какой закат. Красавец. Щелек такой, небольшой туманчик. Как будто июль месяц. Тепло, ну так более-менее. Смотрите, какая, ребята, плямба. Жесть. Да, сейчас она сюда поднимется. По налиму, когда бываешь, ночуешь. И вот ночью полнолуние, а ночью темно уже. И вот луна огромная светится. И по пляжу ходишь, и вот прям, ну, фонарика прям не нужно. Вообще такая красота вообще. Ребейка, ребята, кстати, плещется. Начала плескаться. До этого такая тишина была. А сейчас вот рыбка зашевелилась. Ну, прям видно, что прыгать начала. Но только не на удочках. Ну, поклевка одна была, ребята. Не успел я камеру, там собака еще налетела, говорю. Побежал, блин. Ну и соседи у меня там молодежь. 2 пацана небольших и батя, походу. Вообще такие пацаны. Вот это правильное решение, конечно. С детства, ребят, надо детишек таскать. Чем сейчас дома в компьютерах, в телефонах, на природке, под комариками, костерок. О,
Рыба, ребят, плещется, смотрите. Давай, давай, ждем, ребят, ждем. Фонарик уже приготовил, потому что сейчас уже все, труба будет. Переехал к костерку, ребят. Там что-то как-то зябковато стало. Но у меня флисочка есть. Как бы приодеть. Да, сегодня, конечно, очень красиво. На реке, в лесу. Норовишки щелкают, смолячок, ребят. Запах такой от них. Я обычно запаливаю, когда вот мусор сжигаю, я сначала не сижу возле костра. А потом, когда уже разгорится, уже вот это все прогорит. Вот. Стараюсь хоть так немножко поддерживать. Кстати, когда я здесь ночевал, здесь был собран мешок, ребята, картофельный, вот этот большой белый, вот этих банок, бутылок. Вот, я его не увез. Ну и сейчас смотрю, его нету. Кто-то его увез. Я тогда сказал, просто говорю, ну уже молодцы, уже собрали, но чуть-чуть не доделывают. Ну кто-то, в общем, увез, ребята. Природа — это наше все. Ой, тепло, красота. Блин, вообще не клюет. Сейчас перезабросил. Черви даже целые. Ну, мне кажется, да, из-за вот этого полнолуния очень мощная луна. Да и ладно, господи, надоест. Пойдем в палатку готовить ужин, отдыхать. Вот возле костерка посижу. Тепло, класс. Ветра нету, дым вертикально, ну, грубо говоря. Звезды вон вышли, ой. Что за погода сегодня? Песня.
ребята. Хороший лещок. Килограмм, наверное. Пенопласт. Взяли. Так, это уже радует. Ну и отлично. Где-то бубенчик выкинул. Килошка будет. Пенопласт. Так, отлично. Ну что, ребята, все-таки выдернули одного. А то вообще скучно было, конечно. Но вот этот зеленый. Сижу возле костра такой, сижу. Бам-бам. Долгожданный, ребят, знаете, этот звон. Не знаю, может поклюет ночку. Время-то всего лишь 9. Начало 10-го. Ну, из всех предложенных взял именно на чистый пенопласт. Вот. Поглядим, ребята, поглядим. Пока не показатель, конечно. Но все же. Ну все же. Плохо засекся, кстати. Как-то за ноздрю. Дайте бубенчики, пока выдернешь их. Там кто-то писал, надо привязать. Подсекаешь, бубенчик падает. Ну что, ребятки, зацепили все-таки одного. Время 21:27. Ну, сейчас пока перезабросил. В 9 часов вышел. Ну, может и поклюет. Вот как-то вот так. Резко. Бам. Понятно, что здесь какого-то кормового пятна нету. Это не фидер. То так кинул, то так кинул. Как бы по-разному. Клипсы не клипсуюсь. Вот. Течение хорошее. Корм вымывает, мне кажется, за минут 7-10 кормушку по-любому. Ну, поглядим. Пока ждем, сидим. На пенопласт. Опять вот на этот, ребят, цвет. У меня есть белый, конечно, но вот я вот сколько пробовал, вот розовые, такого цвета, такого вот самый вот, что вот клювало всегда, это вот именно на вот этот зеленоватый такой. Не знаю, ребята, уже к червям уже пенопласт подвесил. Так думаю. Мало ли, может соблазниться. Не берет просто. Просто не берет. Сегодня не клево. Сегодня не клево. Пойдем в палатку ужин готовить.
наверное. Что нам тут сиськи мять? Зазвенит, так выбежим. Вот так. Не знаю. Там. Ё-моё. Пока туда-сюда. Ах, ребятки. Блин, уже хотел в палатку уходить. Такая поклевка прям тут рядышком. Пока засуетился, пока туда-сюда, камеру там, ну, понятное дело, хотел показать тоже. Другое дело, подбежал, подсек. Ну ладно, чё. Ну, третья поклевка вот получается хорошая. Вечером была одна. Одного поймали, и вот час. Время 12 час. Я уже хотел в палатку идти. Но сейчас уже подсоберут здесь все. Да попру. Бам-бам, блин. Мимо. И тут как раз именно что бутерброд, ребята. Пенопласт с этим силиконовым мотылем. Может, за него дергает, короче. Хрен надо. Убрал, короче, этот мотыль. Что-то я не знаю, пока не понял я его. Уху-ху, уху-ху, ребят. Все, устал, надоело. 3 поклевки. Вечерняя. Вот потом в 9. И сейчас вот в 12. Какого в 12? В 11. Сейчас время, ребят, уже первый час, 10 минут. Запалил плитку. Конденсат все равно, смотрю, в палатке тоже есть. Все, надо уже печки брать. Плюс-минус. Надоело. Все, уже как 12 часов бодаюсь, в принципе. Не клюет ни хрена. Да я устал что-то уже все, сидеть там. Ждал до того, до последнего. Ну вот эту слиток, конечно, блин. Ну это мой косяк, конечно, надо было бежать, подсекать. А я пока там фонарик, пока камеру. Вот. Охота, конечно, было показать поклевку. Вот. Ну ладно. Что поделать. И получается пенопласт с этим мотылем. Может он как бы за мотыля вот этого тянет и не секется, что-то мешает. Потому что вечером тоже было на такую на снастку поклевка. Не знаю, ребят, не знаю. Да и
Вот, я не знаю, какие-то проходные, что ли, или что, как бы, или какие-то самые активные, у которых башка не болеет. Ну, то бишь, я так понимаю, какое-то давление же, все равно вот эта луна, это же фаза вот эта, она как-то влияет же все равно. Не знаю, ребят, честно, уже охота просто спать. 12 часов. Я хотел приготовить ужин, у меня тушенка есть, макароны. В принципе, можно было сейчас замутить. Есть кабачок. Может, тушенку просто разогреть, хрен знает. Или просто, у меня там горячая кружка есть, может кружки просто похавать. Двойную сделать, да, ребят, как думаете? Нормально будет? Я думаю, нормально. Да, так нам и сделал. Просто похлебаем жиденько, а утром уже позавтракаем нормально. Ну, честно, просто уже неохота. Уже просто пораньше лечь спать. Не знаю, утрянка будет какая-то, не будет. Вот. Ну, клёва нет вообще. Так что надо клёво, чтобы нам было. Вот и все. Так что да, сейчас, наверное, ребят, поковыряю, что у меня есть в сумке. А там посмотрим. Плиточка тепло, ребят. Не сказать, что на улице холодно, но все равно зябко, сырость и как бы прохладно. Возле костра нормально. Ну, уже сейчас бы печку подтопил уже, и в палатке там вообще Ташкент можно было раздеваться полностью. Так что давайте, ребят, что-то по-быстренькому, наверное. Вот прям вот неохота. Что-то сегодня задержался, короче. Надо было давно уже спокойно приготовить ужин. Что, сидел, поклевок не было. Ну, дождался, сейчас ночная вот была. Да, рыбаки, ребята, они такие дурные пацаны. Ну и девчонки тоже есть, я знаю, что прям ждут до талого. Да. Ну вот, знаете, но это же не в дело в рыбе, понимаете, там прям добыть. Это вот твой азарт. Твой азарт. Как бы вот. Это движуха. То бишь нужно победить. Что тут такое? Не медведь случайно. Такие дела. Ладно. Давайте перекусим по-быстрому, ну и надо спать. А потом проснусь во сколько, не знаю. Как бы планировал ночку посидеть. В принципе, что, уже вот первый час. На улице туман поднялся, ребят. Сейчас вообще все сырое будет. Вода еще остывает, видите. Вода еще остывает, а для налима это еще не есть хорошо, так скажем. Туман пошел прям жесткий. Луна прям вот фаза прям на 12 часов. На животе ручит у меня. Костерочек. Ну, костерочек все в норме, шает. Вот. Кстати, соседи уехали, ребят, давно уже. Не знаю, говорил, не говорил. Не клюет, смотались. Что там пацанов мучить. Роса жесткая. Все сырое. Так. Что у нас тут, ребята, есть? Какое-нибудь барахло сейчас найдем мы здесь. Так. Хлебушек нужен. Но говорил, есть кабачок. Ну, кабачок, наверное, позавтракаем. Есть вкусный соус. Вот. Есть тушеночка. Есть макарошки. Ну, что-то прям неохота конетелиться. Приколюхи к чаю есть. Огурец, лук. О, шоколадка даже есть, ребят. Есть у нас каша овсяная, но это тоже завтрак, плюс-минус.
А есть вот пакетики, вот эти, горячая кружка. Даже борщ. Наверное, мы пару штук, ребят, куриный и сырный, как забодяжим сейчас. А нет, вот есть куриный. 2 куриных сейчас мы забодяжим. Короче, барахла. Ну, можно нормально тушеночку. Но, ребят, я что-то подустал уже, не хочу, реально. Что-то я утром лучше спокойно поем. Вот. А сейчас по-быстренькому мы вот это, наверное, замутим. Да? Да. Согреем сейчас. И все будет огонь. Там за туманами вечно не пьяный. Там за туманами. Ништяк. Там за туманами. Ой-ой-ой. Ой, как хорошо. Как хорошо бывает-то, оказывается. Раскладушка это уже не земля, это не пенка, это уже кровать. Ой, какая, ну, кровать. Доброе утро, ребята. Экстренный выход. Долбит какая-то. А какая, не знаю. Блин, телефон. Не знаю, сколько время. Туманчик вообще. Ну, сейчас проверять надо будет, что. Я, правда, на шортах. Ну, ладно. О, ребята. Вот это вроде долбится. Ага, вот это клюет. Будем брать. О. Разбудил меня. Ох ты. Сход, походу, ребят. Нет, вроде сидит. Ну, хорошенький, ребята. Лещук. Лещук. Тихо-тихо-тихо. Опа. Чики. О, покрупнее уже. Короче, здесь пенопласт, ребят. Червем был. Вон хрюкалка какой. Я сплю, не пойму, во сне. Что-то глаза открыл, тишина. Опять. Закрываю глаза. Нет, слышу, звон. Повезло. Повезло, ребят, что не ушел. Сколько время-то?
червь с пенопластом. Такие дела. Да ладно, ребят, только перезабросил. Ё-моё. Вторая перезаброс. Бам, поклевка. Только-только перезабросил, ребята. Хрена себе. Подошли походу. О, красавец какой. Тут я понимаю. Тихо, тихо, тихо. Не уйдешь. Не уйдешь от меня, засранец. Ух. Вот они, утром вышли, ребята. Время, кстати, 4 утра. Поспал-то, получается, и всего лишь 2 с лишним часика. О. Нормалды. На пенопластик-то. Фух, блин. Ну вот это пойдет. Я, получается, на вот эту поймал утром. Сейчас, который разбудил. Оделся, штаны одел. И пойду, думаю, с конца. Первый закинул, вторую. К этой подхожу. На нее уже удар. Нормально, так надо побыстрее, ребят. Может, на точке стоят. Может, половим что кого. Офигенно, блин. Погнали. Пена, блин, идет. Кидаю по разным дистанциям, ребята, потому что, ну, какой локации, как они тут ходят. Сейчас. Вот. Кидаем по-разному. Ребят, ну что, как не клювало, так и не клюет. Что-то я подзамерз там сидеть. Я решил приготовить завтрак. Завтрак будет серьезный, макароны по-флотски. Ну, в моем исполнении, ребят. Ну, многие привыкли как варить макароны, вываливать туда банку тушенки, перемешать, и все готово. Я буду готовить чуть по-другому, ребят, и буду готовить в одной сковородке. То бишь не надо ничего марать. Опять же, кто бы сказал, что и так не мараешь. Ну, дома я люблю готовить именно в большой сковородке, ребята. Обделать обжарку, засыпать макароны, рис или гречку. И запаривать, делать, и получается круто. Вот. Без лучка, ребят, не обойтись. Вот, потому что, ну, намного вкуснее, сочнее. Можно даже добавить морковочки. Немножко будет такой сладкий вкус. Ну, это на любителя, ребят. Понимаете, да? Вот. Сейчас мы в первую очередь будем делать обжарку. Зажарим лучок.
Так грубо снимем. Вот так грубо снимем. Нам, в принципе, хватит. Лучок, кстати, свой. Красота. Погнали. Нарежем лучок. Можно, кстати, завести баркас уже. Чего бы нет. Что-то вот пьеза в последнее время подводит. Приходится зажигалкой доводить. Уронил я ее и перестала она зажигаться. Так-то все по красоте, по идее. Баркас ставим. Правда, что-то бугорок у меня, склон идет. Надо как-то сюда, что ли, выставить. Вот так вот. Так будет понадежнее. Наливаем маслица. Маслица, ребят, можно не жалеть, так как это будет именно для сока тоже. Вот так вот. Все, больше нам не надо. Дорубаем лучок. Говорю, можно еще морковочки туда. И выглядит красиво. И вкусно. Но кто любит, конечно. Так. Понеслась. Обжариваем лучок. Сейчас надо со столом, ребят, что-то решить. Подложить что-то или что. Откроем тушеночку. На помощь придет, ребят, топор, брат. Ножи после заточки. Не хочу я что-то рано. И топор, брат, под стол подходит. Топор вручает, ребят. Птички, ребят. Утро. Птицы запели так жестко. Красота. Так, ну что, лучок немножко закрепили. Погнали, ребят, заводить тушеночку. Тушенка, конечно, не своя. У нас тушенка закончилась. Лося мы делали. Не знаю, может быть, еще пару банок. Наверное, даже, наверное, и есть. Но в сумке оказалось, ребят, наша. Я имею в виду коми тушенка. Ничего, вроде мяса, ребят, есть. Свининка. Так. Вот теперь, ребят, растапливаем тушеночку. Тут уже лаврушечка есть и перчик какой-то. Нормально мясо. Сейчас все доводим до соуса такого. Так, ребят, тушеночку закрепили. Самый главный момент, вот этот соус, бульон, его не выпаривайте. Именно для этого макароны там и будут вариться. Единственное, что немножко специй добавлю, приправочек. Смотрите, не пересолите, тушенка соленая. У всех своя, как говорится. Соли чуть-чуть добавлю. Вообще с децл, как говорится, сдобрить. Все.
Больше не надо. Приправы, ну вот хорошо, ребята, сушеный чеснок подходит. А это у нас такая легенькая. Так. Еще перемешали. Красота. Теперь что, ребят? Макароны. Я один, мне много не надо. Пару горстей, наверное, будет достаточно. Ничего, не промываем их, ничего, ребят. Вот так вот. Теперь заливаем водой. Желательно кипяченые, но у меня с реки холодная. Заливаем так, ребят, чтобы скрыло макароны или гречку. Убавляем газ и закрываем крышкой. И ждем, когда водичка выпарится и будет готово. Вся любовь. Поклевка, поклевка, поклевочка, ребята, поклевочка, поклевочка. Стой, ты, стой, ты, стой, ты, стой, ты. Опа. Блин, на каком-то зацепе, что ли, был. Бровка. Рыбка есть. Оп, нормально, подлец. Пойдет. Хорошенький такой. О, утрешние ребятки. Успел приготовить. Опа. Огонек. Все обновляю. Цвет, ребят, зарешал. Солнышко выскакивает, туманчик уходит. Красота. Макарошки на плиточке. Рыбка чуть-чуть поклевывает. Ну что может быть лучше, согласитесь? Я думаю, да. Кидаем разную дистанцию. Подкармливаем потихоньку точку. Ждем поклевок. Решил, ребят, позавтракать на улице. Такой рассвет. Такая погода. Ну что, вот наши макарошки, ребят. Готовы? Конечно, готовы. Сочные, ребят. Все круто. Так что попробуйте, ребят. Ну, понятно, что если сковородка маленькая, не глубокая, не получится много приготовить. А так, как говорится, по-быстрому, по-хитрому. Самое то. Очень вкусно получается. Макароны получаются в этом соусе, вот этом, от тушенки, лукового масла. Вот еще, говорю, морковно. Специевым варились макароны. Ничего не промываешь, ничего. Очень вкусно, ребят. А когда отварил макароны, вывалил туда тушенку, перемешал, пока горячая. Не то пальто. Босяцкие макароны, ребят. Я делаю так купца. Берем фарш, точнее берем лук,
обжариваем. Берем морковочки, все это обжариваем. Бахаем туда фарша, ребята. Вместе обжариваем. Солим, перчим. Добавляем томатной пасты. Доводим уже полной кондиции. Засыпаем мытой гречкой. Немножко сверху вот так. Заливаем водой. Вода выкипает. Вот такой купец. Быстро, легко. Ну, нужен за 15 минут, ребят, в одной сковородке. И вот эти все соусы, вот эти там, томат, вот этот лук, фарш. Короче, он дает вот эту насыщенность, ребята, именно вот макаронами или гречки. Да не важно, рис там, что вы засыпите. Красота вообще. Ладно, кушаем. Очень вкусно. Конечно, мне тут много. Но я вчера водички этой похлебал, так что восстановим баланс. Блин, бубенчик, ребят, не снял. Прошу прощения. Коленанул, блин. Смотрите, хорошенький, ребят. Такой. Тихо, 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 браток. Не зря. Все это не зря. О, какой красавец. Такой уже за кило, наверное. Круглый, ребятки. Сейчас мы его зафотаем. Давай, брат, хрюкалка. А я в палатке балдею, ребят. Так прикимарил, солнышко греет, я даже окно открыл. Слышу, поклевка. Я пошел туда. Оказалось, просто скинуло, походу. Или удар был. Реально. Вон, ведро отнес. Пока там туда-сюда смотрю, здесь клюет. Ну, здесь уже реальная поклевка. А вот утром солнце уже высоко, ребят, взял на пенопласт. Бубенчик просто не стал, ребят, снимать. Долго бежал, думаю, блин, не успею. Вон даже пенопласт на месте, ребят. Чтобы вы понимали. Надо уже менять здесь. Отлетят. Такие дела. Класс. Ну что, значит, есть еще шансы перезабросить. Прикормка еще есть. Вот. Видите, они ходят, но очень редко, штучные какие-то. Не знаю, может просто сейчас прикормочка уже начала работать. Нет, запашок идет, интересуется. Но вчера вечером вообще в нулях были. Хороший он лещ попался. Не крупный такой прям, но уже лещ. Еще подзакинем. А вдруг, да, ребята? Манит, манит, манит. Карусель. Ну что, ребят, будем собираться по тихой грусти. Барахла много. Сейчас все протеру, помою, как обычно. Я педант в этом деле. Как правильно сказать. Вот. Короче, будем грузиться. 10-й час.
солнышко, погода великолепная. Еще красавчик, ребятки. Ну вообще класс. Хоть не уезжай, редко, но метко. Блин, а. А сидел уже сейчас час до этого, ну нифига. Такой хорошенький. Вот так вот. Так мы сегодня еще и с рыбой, ребят. Представляете? Классно провели время. Красиво так было. Еще и с рыбкой. Сидел час, ребята, вот на кресле, ждал. Ну, думаю, будем собираться, 10-10 час. На тебе. Поклевка, блин. А, красавчики, красавчики. Ох ты. Ну, раз, два, три, четыре, пять, 6 штучек, ребятки. Вот такие 6 штучек в районе килушки, чуть-чуть поменьше. Вот такие. Как-то так. О, где тряпка?
Каша, ребята. Жрет кашу. Даже покрупнее, мне кажется. Так, ребят, ну что, погрузился, все, попылили домой. Такая рыбалочка получилась. Интересная, красивая. Самое интересное, ребят, что ну ничего не получалось. Просто думал, ну все, провал, такая луна вылезла. Потом что-то. Ну штучно, очень штучно, как бы не было клево, но нам повезло. 6 штук забрали, такие в районе килограмма, ребята. Все такие красавцы, мерные. Хорошая коптилка будет, я думаю. Вот. Как раз у меня большая коптилочка, они туда прям залетят идеально. Пенопласт зеленый, ребята. То бишь немножко разгадал, как будто бы, знаете. И опять же вот одного дня мало. Вот только-только какое-то понимание, потом ты только дупляешься. Съездить на вечерку или на утрянку, ребят, ну вчера вечером просто ни одной поклевки было. Вот как-то так. Все, погостил очередной раз у Гальки. Галька в этот раз не обидела. Не густо, но и не пусто, в общем. Прибрался, порядок там навел, все сжег. Мусор весь в вантике собрал. В общем, такие дела. Поеду домой, ребят, сегодня воскресенье. Девчонкам будем топить баню и копить чай. Как-то так. Не знаю, что сказать, ребят, все сами видели. Вот. С вас поддержка. Лайкосик, ребят. Репостик, не забываем за конкурс, телеграм-канал, там все в онлайне, уже фотографии, ребят, коротенькие ролики там, так что сегодня прям было круто, потому что было полнолуние, и я скидывал фотки, и ребята с разных регионов показывали то же самое, какие уловы и так далее, в общем, вообще так прикольно, на самом деле. Такие дела. Ладно, попылил, ребят, все, хорош. Чем, говорит, хорош? Да ничем. Поехали.